родители, будущие родители, педагоги, воспитатели. Сегодня у нас вебинар, посвящен он очень такой интересной теме счастье детей. Какое оно? Детское счастье, какое оно? И тема нашего вебинара, мы ее приурочили к празднованию праздника Дня защиты детей. Меня зовут Ванда Цветановна Попова, я являюсь методистом гимназии искусств при главе Республики Коми и специалистом Республиканского консультационного центра. Очень радостно всегда осознавать вот эту вот важную миссию проводить занятия в рамках консультационного часа. Это хорошая, прекрасная возможность пообщаться с вами, уважаемые участники, поделиться той информацией, над которой я сама думаю, переживаю ее, анализирую, которая встречается в повседневной нашей жизни. И очень часто, сталкиваясь с проблемами, которые бывают у современных родителей, приходится читать литературу и различные источники, связанные и с детской психологией, и с педагогикой. Конечно же, приходится обращаться к духовной литературе, где-то даже к священному писанию. И, в общем-то, в результате моих умозаключений и тех занятий, которые я всегда проводила на курсах повышения квалификации, а также и со студентами, Государственного университета имени Петерима Сорокина, где мне приходится иногда тоже проводить занятия со студентами. И также в системе дополнительного образования, работая с детьми, понимаешь, да, что сегодня детское счастье, оно такое понятие не очень однозначное, которое вызывает много разных противоречивых суждений, а может быть иногда даже разных взглядов по этому вопросу. Уважаемые коллеги, если я вам сейчас предложу выполнить задание, то как участники вы постарайтесь, конечно же, его выполнить. Ответить на вопрос, что такое счастье вообще в широком смысле слова. У каждого оно свое. Я знаю, что подключившихся бывает очень много. И в основном все смотрят вебинар в записи. И, уважаемые коллеги, конечно, жалко, что сейчас не все имеют возможности подключиться и проработать эти упражнения вместе со мной. Но, тем не менее, каждый может это сделать после вебинара. Итак, каждый попытался ответить. Благодарю. Появился у нас участник. Приветствую вас тоже. И сейчас мне бы хотелось, чтобы вы каждый для себя определили, да? Счастье это. Какое оно для вас? Говорят, что очень часто счастье понимают люди по-разному. У каждого оно свое, особенное. Ну и я, когда провожу беседы с детьми, они тоже отвечают на этот вопрос, и мы подбираем с ними разные прилагательные. Что такое счастье? Какое оно? И дети говорят, что оно радостное, такое доброе, мирное, счастливое, любимое, у каждого свое. И возникали такие слова, как трудное счастье и выстраданное счастье. То есть такие эпитеты мы даже смогли подобрать с детьми. И дети еще писали сочинения на тему, что такое счастье. Это тоже очень интересно проанализировать их детское восприятие. Ну и практически каждый ребенок, он сделал такой вывод, что счастье, оно всегда общее. То есть когда мы сопричастны к чему-то общему, мы не бываем чаще всего счастливы в одиночестве, да? И счастье – это когда нас понимают. Да, очень тоже очень важно. Когда близкие люди рядом. Это значит, что дети, они в своем детском осознании уже понимают, что счастье – это часть целого общего, и оно всегда бывает
не сразу дается, нелегко дается. То есть вот его нужно заслужить иногда, потрудиться, чтобы его ощутить. И это какое-то состояние души. Вот к такому выводу мы пришли, что это состояние души, что это человек не может всегда вот помнить об этом, да, что он счастлив. Но приходит мгновение, когда человек в полной мере ощущает радость. И вот в Библии очень часто есть упоминание, и ключевое слово там не счастье, а радость. То есть радуйтесь и веселитесь, да, вот за все благодарите. То есть что это значит? Что счастлив человек тогда, когда у него в порядок и мир на душе. К этому дети тоже приходили каким-то своим путем к этому осознанию. И каждый человек раньше был ребенком, да? Все мы родом из детства. И вот сейчас следующее задание. Вспомните свои детские переживания, что для вас было радостью, что для вас казалось счастье, когда вот вы были в роли ребенка. И как менялось ваше состояние души на протяжении всей жизни? Изменилось ли вот это отношение к понятию? Изменилось ли это чувство, которое возникает и которое питает нашу душу? И вот здесь, наверное, еще хочется сказать, что каждый из нас родом из детства, и он вспоминает те радостные, приятные минуты, мгновения жизни, когда человек встречался прежде всего со своими близкими, родными людьми и со своим внутренним «я». То есть когда мы в тишине, наедине с собой могли почувствовать вот какую-то тишину, вот эту радость на душе, она такая тихая, мирная, но ее не хочется терять. И вот если кто-то из вас вот столкнулся с таким ощущением, то ему, наверное, не хочется его терять. Хочется его всегда лелеять, беречь, хранить. И вот как какую-то такую драгоценность, которая, если будет потеряна, то будет что-то сильная такая трагедия, утрата и желание снова вернуть это же самое состояние. И, наверное, это состояние как раз не зависит от каких-то материальных ценностей, а больше оно связано с душевными ценностями. И вот сейчас я вспоминаю детские сказки. Да? О счастье многие писали, сказочники тоже часто вспоминали в детских сказках. Были они счастливы долгие годы, поженились и жили всю жизнь в счастье и согласии. Да? Чаще всего такой конец бывает в сказках. А есть еще такая вот современная сказка «Цветик-семицветик». Мы, наверное, мультфильм смотрели с детьми тоже этот. И там есть эта возможность осознать вместе с ребенком, узнать до конца, почувствовать, что счастье – это не только внутреннее чувство, но еще это и труд души. И когда мы что-то получаем для себя с избытком, то вдруг это превращается в несчастье. И казалось бы, что удовольствия от этого никакого нет. То есть чем больше ты приобрел для себя самого, тем больше ты разочарован и чувствуешь себя несчастным. И вот это как раз в сказке «Цветик-семицветик» нам очень хорошо показано, что ни мороженое, ни куча игрушек, ни побывать там на Северном полюсе, ничто нам не дает вот этой радости, которая будет наполнена наша душа. И только последний лепесточек помог осознать, что такое настоящее счастье. Когда был сорван лепесточек, значит, был обретен друг. И счастье от того, что мальчик начал ходить, было неимоверно приятно ощущать, осознавать, что именно ты помог, ты сопричастен к тому, что выздоровел этот мальчик. Когда они еще подружились, девочка с мальчиком, то они, конечно же, не только обрели друг в друге радость общения, но и полноту, целостность человеческого бытия.
А человеческое бытие, оно находится как раз в осознании того, что я часть коллектива, часть общества, часть своего народа, часть своей семьи. Я сопричастен и радуюсь вместе с кем-нибудь. Вот это, наверное, ну, большая такая вот работа над собой, над самим внутренним миром, над преображением самого себя. И это дает возможность признать другого таким же важным для себя, значимым, как и ты сам. То есть любовь начинается, конечно же, к себе самому, да, с детства. Но это любовь некого эгоистического такого происхождения, связанная с эго. А вот когда начинает человек возрастать в любви, он начинает принимать не только самого себя, но и другого вместе с собой, рядом с собой, в каких-то общих делах, в достижении общих целей, какие-то расстановки общих приоритетов. И вот здесь уже появляется чувство дружбы, признательности, уважения. И вот в этом, не только в этой работе над собой, но и в этой заботе о ближнем своем человек начинает постигать вот это трудное счастье, многострадальное счастье по преодолению собственных каких-то эгоистических наклонностей. И, конечно же, это работа не только школы, это работа прежде всего родителей, потому что родители – это первые учителя ребенка, они первые учат его возрастать в любви к ближнему и понимать, что кто такой ближний. И как же формируется вот эта способность быть счастливым? Способность быть счастливым, она формируется в формировании различных качеств, работе над своим характером и некоторыми умениями. А умения, они достигаются усилиями воли. И здесь, конечно же, умение работать над своим временем. Да? То есть время, оно нам дано, и мы должны очень четко уметь его распределять на очень такие важные дела. А это есть такое понятие, как распределение приоритетов. Вот если с детства ребенок будет проявлять усилиями воли, будет работать над своим характером, над своими привычками, будет любить читать, да, уметь выбирать ту литературу, которая будет полезной, из массы информации выбирать самое главное. И все это будет залогом того, что у ребенка в дальнейшем не будет таких серьезных трудностей, какие возникают у ребенка, который воспитывался не наученным, не приученным, не мотивированным к познанию, да, познанию, у которого не сформирована система ценностей. А вот ценности – это как раз тот фундамент, на котором и держимся мы как личности. Да? Для нас очень важно понимать, что для нас есть ценности, какие они. И вот здесь мы начинаем с ребенком беседовать. А почему для человека большой ценностью является его жизнь? Потому что жизнь дана нам Богом, да? Что мы рождены, каждый со своей миссией, что мы пришли в этот мир выполнить какой-то свой долг. Да? А долг чаще всего он бывает перед кем? И перед родителями, и перед друзьями, и также перед Богом, конечно же, и перед Родиной. Да? И вот этот духовный долг, если ребенок осознал, то для него никогда не будет травмы или стрессом, что ему нужно будет идти служить в армию, например. Что ему нужно будет сдавать экзамены, что ему нужно будет какие-то жизненные трудности, испытания преодолевать, например, с потерей здоровья, ведь и такое бывает. И когда мы ребенка готовим к тому, что жизнь – это наслаждение, удовольствие, и нужно радоваться и ничего не делать в окружающем мире, то этот человек вырастает очень несчастным, он незащищенный. А вот когда ребенок понимает, что смысл жизни – это в преодолении трудностей, в умении выстоять, да, умение пережить, умение помочь, вот это вот гораздо более важно для человеческого счастья и уверенности в завтрашнем дне.
И для того, чтобы жить счастливым гражданином в своей стране, осознать себя сопричастным к судьбе своего Отечества, своей Родины, вот это глубинное чувство, которое взращивали наши предки на протяжении многих тысячелетий в своих детях и передавали как огромную ценность и драгоценность из поколения в поколение. И пример Советского Союза, где много национальностей уживались и не было понятия терроризма и экстремизма, и все это было как солидарность, как единый народ, как единое убеждение, да, как единый стержень, как какая-то вот такая вот идея очень важная, которая сплачивает людей в один народ, много национальностей, с многими, много, может быть, культур, и все они развиваются как целостные, да, как целостный организм, как целостная страна. Это очень важно. И вот эту ценность мы тоже должны передать нашим детям для их уверенности в завтрашнем дне, чтобы они готовы были к созиданию, чтобы они готовы были к сплочению, к миротворческой деятельности, чтобы у них не было таких процессов, которые будут их подвергать различным сомнениям, конфликтам, противоборству, соперничеству, желание постоянно иметь. Это самые страшные качества, которые отсутствуют у человека, который счастлив и доволен жизнью. И вот с детства наши предки воспитывали на сказках. И в сказках чаще всего выражалась идея добра, да, любви, чуда и победы добра над злом. И также было понятие такое, как правда. Вот что такое правда и истина? Для ребенка это очень важно, потому что для него свойственно чаще всего искать эту правду, выполнять какие-то героические поступки, особенно в подростковом возрасте дети хотят выделиться, хотят проявить себя, хотят самореализоваться. И чаще всего не находят выходу правильного русла вот своим вот этим вот желанием. И бывает, что вместо героических поступок антисоциальные поступки совершаются. А вот понимать, что такое добро и истина, это как раз учит детская сказка, детское литературное произведение. Поэтому читательскую компетентность мы, родители, должны сформировать, помочь ребенку найти ту книгу, которая станет ему любимой, с которой он подружится, и те герои, о которых он будет читать и вместе с ними переживать, он будет вместе с ними расти и укрепляться в осознании тех добродетелей, которые в жизни станут таким надежным фундаментом. Даже при потере когда-то, может быть, близких людей, человек не должен потерять эту уверенность в том, что жизнь, она дана на добрые дела. Да? И вот наши предки передали нам еще и свою веру, и у каждого она своя, и каждый человек защищает свою веру, свои убеждения. И вот мы, как, например, я как христианка, я знаю, что такое заповеди Божьи, да? Что Иисус Христос их нам передал, и что 5-я заповедь гласит: чти родителей своих. И что нам обещает взамен Господь? Господь нам обещает: будешь счастливы и долговечны на земле. То есть такая, казалось бы, простая. Мы же и так родителей любим, но, оказывается, мы должны их почитать. А что значит почитать? Это значит никогда не осуждать. Это значит защищать их, помогать им, заботиться о родителях. И считать, что родители – это самые главные наши близкие люди, которых ни при каких условиях нельзя предавать или оставлять. Вот это вот бывает, что при живых детях родители одинокие, это, конечно, тоже очень страшная беда нашего общества, это бич. Это как раз от того, что дети не понимают, не усваивают эту библейскую заповедь. Никто им никогда ее не объяснил. Они ее не усвоили, не прочувствовали, не пережили. И у них нет, главное, чего нет, у них нет благодарности. Когда нам сегодня навязывают какие-то стереотипы, что дети должны иметь право требовать от родителей, что родители им должны все обеспечить. Вот эта позиция, она приводит к тому, что если родитель
не способен по каким-то своим там, заболеваниям или еще каким-то обстоятельствам жизни обеспечить всем своего ребенка, то ребенок, получается, должен страдать и быть несчастным, но это ведь не так. Ведь всегда считалось, что бедность не порок, да? Так же, как и богатство, в принципе, не порок. Порок, он кроется в нашей неправильных наших расстановках, да? Как мы, как люди, неправильно относимся к тем же материальным ценностям. То есть не стяжательство, а доброделание должно быть в приоритете. Если ты имеешь, то поделись, а если не имеешь, то потрудись, сэкономь. В конце концов, попроси. На это тоже иногда бывают причины. Не то, чтобы постоянно с протянутой рукой, но иногда просто попросить чему-то научить. И люди вокруг всегда откликнутся. Попросить о помощи, и люди всегда помогут. Вот главное уметь преодолевать себя, вот эту внутреннюю неуверенность в том, что само собой все образуется. То есть нужно вот постоянно быть в ситуации, когда если чего-то нет, то нужно заработать, нужно потрудиться и нужно преодолеть. Вот это тоже очень важный фактор к тому, чтобы личность была духовно богатой и, конечно же, жила добродетельной жизнью, от этого ощущала уверенность в завтрашнем дне и была счастлива. И здесь хотелось бы еще сказать о том, что дети должны понимать, что такое еще и праздник. Слово «праздник» у него имеется тоже какие-то вот такие традиционные основы духовные. Праздник не то, чтобы получить, опять же, какое-то удовольствие или быть в праздности, ничего не делать. А праздник – это, опять же, труд души. Вот в христианской традиции по календарю праздник каждый день. И чествуется каждый день тот или иной великий человек, который проживал в истории Отечества, церкви, и прославил свою землю каким-то духовным подвигом. Чаще всего это, конечно, угодники Божьи, которые смогли себя проявить как самопожертвование, да, как особая какая-то жертвенность, служение, любовь к Богу и к ближнему. Это бывает и мученичество, да? Бывает добродетельная жизнь. Но это всегда стремление к идеалу святости. И этот святой образ, он тоже может быть источником для счастья и наших ценностей для души, вот, для души ребенка, где он может черпать источник для своей радости и вдохновения. Конечно же, в этой сокровищнице духовной. И праздник – это состояние, когда человек радуется, что он вместе с близкими, вместе с людьми, и то или иное событие, оно отмечается на каком-то таком уровне, когда происходит ликование и торжество. Вот это ощущение праздника, оно тоже присуще переживать особую детскую радость. Наверное, вот каждый из вас это тоже с этим сталкивался. И праздники, они нам даются для того, чтобы мы могли себя еще в чем-то проявить. Потому что традиция, например, воскресения Христова, она связана с чем? С творчеством. А для человека очень важно быть творческой личностью, творческой натурой. То есть, когда мы занимаемся творчеством, наша душа, она в таком полете иногда пребывает. То когда мы видим результаты, мы видим общую радость от творческих своих успехов. Это тоже неимоверный подарок для нас. И чем чаще ребенка мы приобщаем к творческой деятельности, а Пасха это, например, украшать яйца, делать поделки, делать какие-то интересные, красивые поздравительные открытки, навещать своих родных, близких, дарить подарки незнакомым людям. А все это столько вдохновляет детскую душу, воодушевляет ее. И у человека появляется переизбыток такой чувств, когда душа наполнена светом, теплом и добром. Это, конечно, тоже, наверное, состояние души, его вот очень легко ощутить, если кто-то когда-то был вот в
в поиске, в процессе так, творческой деятельности. Вот. Очень прекрасно воспоминания с детства у многих людей от общения с природой. Природа – это наш дом. Да? Как мы к ней относимся? Можем ли мы радоваться? Можем ли мы о ней заботиться? Можем ли мы ее, как сказать, взращивать? Ну, например, когда ребенок имеет растение, за которым он ухаживает дома или на даче, там, или грядку, о которой он заботится, с которой он с любовью относится. Вот это тоже ощущение неимоверного восторга от результатов и плодов своего труда. Ну и еще, конечно же, очень важно научить ребенка управлять своими эмоциями. Вот это тоже залог счастливой жизни. Очень часто мы бываем сами недовольны, раздражены, разговариваем с ребенком, испытываем при этом чувство гнева. Вот в таком состоянии бывают родители наказывают детей. Вот это, наверное, самый страшный, тяжелый отпечаток на состояние ребенка, когда он даже иногда не понимает, в чем он провинился, что он сделал, почему сегодня родители его так не любят. Он это переживает и ощущает себя крайне несчастным человеком. И вот, наверное, отсюда возникает чувство жестокости, отверженности. Ребенок иногда не знает, как проявить, он начинает иногда все рушить, все крушить на своем пути, и иногда даже бывает такое у него неприязнь возникает, и даже он начинает жестоко себя вести по отношению, например, к друзьям в коллективе, к учителям и к животным. То есть бывает вот такое издевательство над животными. Это все проявление агрессии от того, что человек ощутил себя отверженным. И это очень страшное чувство, наверное, чувство отверженности каждому из нас где-то в чем-то, когда-то, в какой-то период жизни мы его как-то испытали. И мы сегодня даем себе отчет, да, что можно испытать, как можно это, как этим фактически от этого заболеть, да, как страдает душа. И в этот момент мы должны, если что-то произошло с ребенком, мы обязательно должны прийти ему на помощь. И здесь мы, конечно, и наставники, но здесь мы еще и друзья своему ребенку. Друзья, которые могут не только посочувствовать, но которые могут помочь проанализировать ситуацию, исправиться, выйти с ней достойно. Вот эту рану залечить. Бывает, иногда годы уходят. Не нужно, чтобы у детей оставались надолго эти травмы и раны. Бывает, что уход одного из родителей из семьи тоже остается очень глубокой раной. Как в этот момент помочь ребенку, как защитить его от трагедии отсутствия взаимопонимания между родными людьми. Все это, конечно же, ребенка закаляет, жизненно закаляет, но она должна сделать его уверенным в себе. А самое страшное, это когда ребенок по жизни становится неуверенным, одиноким, глубоко несчастным. Вот это, наверное, то, чего мы, как родители, должны больше всего бояться. И как опасность, которая встречается на пути на жизнь у многих людей, у многих детей, мы должны все-таки стараться в этот момент позаботиться о своем ребенке, дать ему возможность вспомнить все радостные моменты, все радостные переживания и пережить невзгоды, перейти вместе с ребенком за руку. Как бы ни было тяжело, но нужно все равно идти на пути к обретению смысла жизни. А смысл жизни, если человек обрел, если он увидел цель перед собой, если он увидел тот маяк, который ему светит по жизни, а маяком может быть это и вера в Бога, это может быть и вера в добро, какую-то очень благородную идею, благородство души, это все является залогом успешной и счастливой жизни на Земле. Вот сегодня, по сути дела, я хотела вам сообщить, поделиться своими переживаниями по этому поводу. Очень бы хотелось, чтобы наши дети в нашей стране были все счастливы,
От души всем вам желаю счастья в ваших семьях, с вашими детьми, с вашими близкими, родными, со второй половинкой, чтобы вы всегда могли налаживать отношения, чтобы ни один конфликт не стал разрушительным, чтобы ни одна трагедия, которая случается в нашем обществе, не смогла быть на пути к поиску смысла жизни и счастья. То есть ни один недуг, он не должен остаться и повредить душу. И вот самое, наверное, главное на пути к счастью — это уметь себя иногда отказывать. Как ни парадокс, не постоянно себе во всем потакать и все себе разрешать, а в чем-то уметь отказать. Это очень важное умение. И второе очень важное умение — это быть благодарным за все. Вот когда с ребенком начинаешь разговаривать и начинаешь чувствовать, что вот он все принимает как должное, и у него нет чувства благодарности, счастье ему найти будет в жизни очень сложно. А вот уметь благодарить даже за малое — это самое главное. И здесь вот, здесь мы должны еще дать ребенку понять, что чувство совести, оно нам дано в жизни не случайно. Да? Это голос Божий в человеке, который нам подсказывает. Иногда нету близкого человека, наставника рядом, а голос совести внутри — это тот наш контролер, да? Который тоже никогда нам не позволит отчаяться, попасть в какую-то трудную ситуацию, безвыходную, и не справиться с ней. То есть вот это чувство должно быть обязательно. Оно должно присутствовать в нашей душе. И наша память. Иногда, говорят, нужно с облегчением все забыть. Забыть плохое. Да? То есть попросить прощения и забыть. Вот это очень хорошо. А есть такая память, которая нам нужна на всю оставшуюся жизнь. Это память, которая нам поможет справиться, опять же, с недугами, помнить добро, ощущать любовь, помнить вот это состояние любви, которое когда-то было очень ярким, очень ясным. Любовь невозможно потрогать, да? Ее невозможно нарисовать, ее можно только ощутить всем сердцем. И вот этот путь становления человека, обретения счастье через любовь, трудом и усилиями, это, конечно же, залог нашей долгой и счастливой жизни на земле, в мире со своими родными, близкими, друзьями, коллегами, где бы мы ни были. И, в общем-то, вот это основная идея, которую я хотела сегодня донести до своих слушателей. У нас уже не один вебинар прошел с этой же мыслью, идеей, и следующий наш вебинар ожидается 8 июня, и мы будем говорить о том, что же такое воспитать любовью. Поэтому все желающие, приходите на наш вебинар 8 июня. Мы надеемся, что продолжим наш разговор. И я желаю вам любить и быть любимыми, а значит быть счастливыми в ваших семьях и в вашей жизни. Благодарю вас за участие в нашем вебинаре. Всего доброго. И не забывайте, что наш консультационный центр, он работает для вас. Наши услуги бесплатны. Также вы можете записаться на консультацию и обратиться к любому специалисту по той или иной проблеме, которая вас волнует. До свидания.